Я хочу добавить не просто, вот здесь вот смотрите, написано, что разведка, разработка урановых, ториевых месторождений, но ураносодержащие горные породы. Так как вот под видом разработки, допустим, определенного полезного ископаемого, там могут быть и сопутствующие ураносодержащие месторождения. И вот, например, ну, к примеру, Майлисай, да, угольное месторождение, а рядом есть урановое месторождение. И могут скрытно добывать ураносодержащие породы. Это, как вы знаете, опять же будет повышать радиационный фон этой местности. Это вот мое предложение. Анан ГКПНД тоже хочу послушать, да, насколько у вас сформирована или есть ли вот эта база месторождений, где есть сопутствующие с другими полезными ископаемыми, с другими породами урановые породы, урановые породы. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Ибраев Карабек, заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики, недропользования. У нас, да, действительно есть база данных разведанных месторождений, урановых месторождений в Кыргызской республике, урановых месторождений. Также есть база данных по месторождениям угля, где встречаются угли с повышенным содержанием урана. Ну это вот обычно, ну вы, наверное, прекрасно знаете, что это и уголь, и золотосодержащие месторождения, да? Вот там вот как раз-таки присутствуют вот сопутствующие ураносодержащие породы. Да, правильно. У нас, допустим, на Минкуше или в Каджисае у нас есть угольные пласты, на краевых частях которых сконцентрированы урановые концентрации, которые выгодны для промышленной отработки. В свое время они отрабатывались, эти месторождения. Но сейчас у нас мы на эти участки, на разработку угольных месторождений, на эти участки не выдаем лицензии. И сейчас, вот буквально вчера мы тоже обсуждали, у нас будет повышен контроль по радиационной безопасности угольных месторождений. Поэтому с этой стороны мы работу проводим. Но я думаю, то, что кто-то будет... Да, я думаю, все-таки нам нужно вписать вот после слова ураносодержащие горные породы, так как вы подтверждаете, что действительно есть такие сопутствующие породы на месторождениях вот с другими ископаемыми. Нет, мы так не можем, мы не поддержим это предложение, потому что на самом деле уран, он, будем говорить так, в небольших концентрациях он практически присутствует во всех там кислых горных породах, поэтому это будет, совсем мы можем тогда, потому что есть естественная радиация в породах. Можно я объясню? Да. Аида Джекшенбаевна, вот со стороны правительства были даны предложения, и мы считаем эти предложения соответствующими для дискуссии, и в режиме второго чтения мы будем это обсуждать. Вопрос касается того, что есть ураносодержащие сырье. Например, при разработке добычи угля могут быть какие-то малейшие элементы тория возникать, да? В таком случае мы должны сделать для них исключение, поскольку она может иметь в каждом сырье, в золоте, в серебро, в угольных месторождениях. Поэтому во втором чтении мы будем этот вопрос обсуждать. Хорошо, это ураносодержащие, а вот сопутствующие ураносодержащие месторождения, вот как на Майлисае. Нет. Там же целое месторождение же. Если месторождение касается урана и тория, то однозначно это запрет. Но если торий идет сопутствующий. Но лицензия выдается на одно месторождение, например, на угольное же. Да. А рядышком находится урановое месторождение. И это урановое месторождение, оно может очень преспокойно, скрыто разрабатываться. Аида Джекшенбаевна, в этом случае будут действовать нормы этого закона. Это будет запрет. Потому что там, как вы сказали, есть уран и торий. Где есть уран и торий, там нельзя будет. Но месторождение лицензия будет выдаваться на угольное месторождение. Правильно, но уран и торий не будут извлекаться. Ну, а мы не будем знать. Или вы будете контролировать, вот если на угольное месторождение выдается? Тогда это будет преступлением и будет караться уголовным кодексом. Закон четко приписывает, что уран и торий нельзя извлекать. Секунд. Да.
Но это тяжело проконтролировать. Вот получается, угольные месторождения ДЭП, лицензия на АЛЭП будут разрабатывать, а на самом деле там рядышком урановое. Или у вас есть механизмы контроля за этим? Не, ну на самом деле кто будет уранное месторождение, он не сможет его никуда ни сбыть, ни переработать. Это Поэтому невозможно технически. Никто а не это может. зачем? Да. 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 Таких проблем не будет.